Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатульна. И вот о чем сегодня в выпуске. В Лениногорском районе обнаружили птичий грипп. Не пьют, не едят куры, когда заболеют, сидят, прижавшись. Чем грозит распространение вируса и какие меры принимают в нашем репортаже? Открытые возможности. Наши условия позволяют воспитывать детей от самого начала до кандидатов, до мастеров спорта. Какие объекты в Сабинском районе сегодня открыл Рустам Миниханов, расскажет Рамиль Галиулян. Школы Казани в этом году примут рекордное количество учеников. В прошлом учебном году мы набрали 15 первых классов, и нынче мы набрали 13 первых классов. Готовы ли школы Казани ко Дню знаний, узнала Вероника Гайнутдинова. На Лениногорской птицефабрике обнаружили птичий грипп. Теперь ликвидации подлежит все поголовье. Это 223 тысячи кур. На предприятии карантин. Защитные меры введены и в радиусе 5 километров. В 4 селах должны утилизировать 1600 голов кур, уток, гусей, индюков. Весь день на фабрике работают специалисты Россельхознадзора. В этом году высокопатогенный грипп был обнаружен в 28 регионах России. Последний раз 1,5 недели назад в Башкортостане. Меры защиты предпринимали и в Татарстане. Но как вирус попал в закрытый птицеводческий комплекс, теперь предстоит выяснить. Это Лениногорская птицефабрика. Сегодня здесь не пройти, не проехать. Карантин. Чтобы попасть внутрь, нужно преодолеть блокпост. Все огорожено, работают ветеринары и санитары. Идет обработка техники. Давай. Первые случаи заражения здесь обнаружили еще 25 августа. Тогда начался резкий падеж пернатых. 3000 за ночь. На осмотр выехали ветеринары. Пробы, отправленные в Казань, оказались положительными. Это птичий грипп. 26 числа мы получили результат. До этого, так как мы все ветеринарные врачи, при подозрении на инфекционное заболевание мы должны уже принимать все меры. Мы исключили заезд-выезд всего транспорта, завоз, вывоз продукции. На фабрике содержались 223 тысячи кур. За 3 дня погибли 22 тысячи. Пока тушки складывают в морозильнике, в течение 5 дней рассчитывают полностью утилизировать и обработать помещение. Мы потеряем все, потому что согласно приказа по борьбе с и ликвидации данного высокопатогенного гриппа птиц, вся птица, находящаяся на территории этой птицефабрики, будет уничтожаться. Сегодня на фабрику приехали специалисты лаборатории Россельхознадзора. Предстоит установить, как на комплекс попал вирус. В радиусе 5 километров сейчас введен карантин. Это сам Лениногорск и село Тимяшево. В них случаев заражения пока нет, но будут предприняты все меры защиты. По частным хозяйствам начался обход. Вся домашняя птица подлежит уничтожению. Анас Кутлахметов считает эти действия правильными. Курицы уже старые, 3-й сезон. Хотели так и все зарезать, и чуть попозже, но уж раз такое условие получилось. К Сырье Габдрахмановой ветеринары пока не приходили, но она знает, стоит насторожиться, если у птицы пропал аппетит и появилась вялость. Признаки сказали, что не пьют, не едят куры, когда заболеют, сидят, прижавшись. А вот ваши как? Они бодрые, они же не привозные, пока таких признаков не наблюдается. Распространение вируса грозит уничтожением 18 миллионов птиц, зарегистрированных в нашей республике. Высокопатогенный грипп в этом году уже обнаружен в 28 регионах России. В середине августа в соседней республике на крупнейшей птицефабрике «Башкирская» уничтожили больше 2,5 миллионов пернатых и всю готовую продукцию. В Татарстане последняя вспышка была в 2021-м. На перепелиной ферме в Тукаевском районе пришлось уничтожить больше 50 тысяч птиц. Тогда у сельчан изъяли и уничтожили еще 2500. Птичий грипп на Лениногорской птицефабрике впервые. Предприятие в год производит около 65 миллионов яиц. Убыток огромный. Условия возмещения потерь будут обговариваться. Лена Зинатульна, Адель Закирова, Ирик Хабибулин, ТНВ, Лениногорский район. Предупреждение об ухудшении погодных условий распространили сегодня Гидрометцентр и МЧС республики. Весь день дул очень сильный ветер, порывы которого достигали 21 метра в секунду. Ветрено будет и завтра. Вплоть до 1 сентября в Татарстане переменная облачность без существенных осадков. Днем до плюс 21 градуса, ночью плюс 5.
Сегодня Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Сабинский район. Традиционно перед Днем Республики Раис Татарстана посетил сразу несколько важных объектов. У аграрного колледжа появилось новое общежитие. Ежегодно учебное заведение готовит до 300 строителей, программистов и экономистов для всего АПК республики. Также Рустам Минниханов после масштабной реконструкции открыл обновленный конно-спортивный комплекс. Сегодня район – один из лидеров социально-экономического развития республики. Как меняется жизнь в глубинке, увидел и Рамиль Галиуллин. Вот моя новая комната. Я очень рад, что буду здесь жить. Просторные комнаты, новая мебель, а вместе с этим и новая обстановка. Айрат Ханов рассказывает о приятных изменениях. Второкурсник аграрного колледжа богатых Собов ощутил их, переступив порог нового общежития. Комната на 2 человека лучше тем, что ты можешь сконцентрироваться. В предыдущей общаге там, допустим, в одной комнате 4 человека, там кто-то шумит, кто-то разговаривает с кем-то, а тут тихо и спокойно. Для будущих автомехаников и строителей, экономистов и программистов в новом общежитии больше 40 комнат. В свободное время студенты смогут заниматься в спортзале. Условия проживания сегодня во время своего визита в Сабинский район оценил Раис республики Рустам Минниханов. Новоселье 1 сентября отметят 173 студента. Сюда они переедут из старого общежития. Ежегодно колледж выпускает 300 специалистов для агрокомплекса республики. Здесь учатся как татарстанцы, так и ребята из других регионов. В старом общежитии у нас 120 мест было, а у нас в основном учатся 60% из других районов. Арский район, Кукманский район, Тулячинский, Балтасинский район, из города Казани приезжают тоже, из Кировской области, из Удмуртии даже. Место надо было. Сегодня в Татарстане 99 учреждений среднего профессионального образования. И, как говорят специалисты, комфортные условия необходимы, чтобы привлечь студентов. Без условий проживания говорить о привлечении сюда, в наши учреждения, не приходится. Поэтому Раисом республики ежегодно выделяются средства 400 миллионов рублей на ремонт общежития. В этом году у нас ремонтируется 4 общежития. Своего рода новоселье сегодня отметили сабинские ученики конно-спортивного комплекса. Рустам Минниханов открыл новый корпус с предманежником и зрительскими трибунами. В верховой езде здесь учатся 50 ребят. Мы расширились, мы построили еще одну конюшню для того, чтобы проводить более масштабные турниры, потому что все наши спортсмены приезжают со своими лошадьми, и им нужно где-то размещаться. Также мы построили второй манеж. Это позволит нам разделить маленьких детей от более опытных, чтобы не мешать друг другу во время тренировочного процесса. Я очень рада, что эта конная школа так развивается. И то есть тут условия с каждым годом все лучше и лучше. Рустам Минниханов подчеркнул, в республике ведется большая работа по развитию коневодства и популяризации конного спорта. Новый корпус появился при поддержке проекта «Газпром детям». Я хотел бы поблагодарить акционеров «Газпром», в лице Алексея Борисовича Миллера. Мы тогда обратились к Алексею Борисовичу, рассказали, вот какие проекты мы в республике реализуем, хотя у нас очень много совместных проектов с «Газпромом». И вот этот прекрасный объект, манеж, появился здесь. Я очень рад сегодня присутствовать здесь, на торжественном открытии реконструированного комплекса, спортивного комплекса, расширенного, который позволит принимать более масштабные мероприятия и который станет настоящим домом для тех ребят, которые свяжут свою жизнь с конным спортом. Осмотрел Рустам Минниханов и завод по производству оцинкованных изделий. Он расположен на территории индустриального парка «Саба». Здесь работают 16 резидентов, созданы 250 рабочих мест. Режим вышли, какой объем? Сейчас пока небольшой, сейчас идут пусконаладочные работы. В режиме пусконаладочной работы людей набираем, но первая смена уже полноценно работает. Посетил Рустам Минниханов и новые очистные сооружения. Здесь новая система очищает бытовые сточные воды со всего поселка. Все объекты, которые сегодня показали Раису республики, напрямую влияют на качество жизни местных жителей. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Сабинский район.
1 сентября школы Казани примут рекордные 174 тысячи учеников. 20 тысяч из них – первоклассники. В 4 школах города по 13 первых классов, в одну и вовсе 15 параллелей. Это значит классы до буквы «Н» русского алфавита. Такого за последние 20 лет в сфере образования республики не было. Теперь в 185-м лицее города будут учиться в 2 раза больше детей, чем рассчитана школа. Несмотря на строительство новых лицеев и гимназий, 30 микрорайонов города все еще нуждаются в школах. Вероника Гайнудинова продолжит. Генеральная уборка проведена, расписание сформировано, и уже есть даже первые надписи на доске. Это 188-й лицей в Салават-Купера. Он полностью готов принять первоклассников. Например, только в этом классе за парты впервые сядут 26 ребят. И таких первых классов здесь 13. В каждом по 27 учеников. В первый раз в школу здесь пойдут 270 малышей. Уже 3-й год подряд лицей Бионика набирает больше 10 параллелей первоклашек. Год открытия у нас было 11 первых классов. В прошлом учебном году мы набрали 15 первых классов. И нынче не оказалось исключением, мы набрали 13 первых классов. Для детей созданы максимально комфортные условия. Все дети будут обучаться в классах, которые полностью оборудованы по последнему слову техники. Все имеется. По 13 первых классов открыто также в 182-м лицее здесь же в Салават-Купере, в 184-й школе в Светлой долине и в 186-й в Солнечном городе. Еще больше 15 параллелей набрали в 185-м лицее в ЖК «Весна». Это одна из самых больших школ. В 2 смены будут учиться более 3000 детей, что в 2 раза больше проектной мощности. Что называется, еле-еле справляемся. В этом году в Казани впервые учеников примут 4 новые школы на 6 тысяч детей. На Сибгата Хакима, Рауиса Гареева, в Светлой долине и в Салават-Купере. Несмотря на это, сегодня 30 микрорайонов Казани испытывают потребность в школах. Причем в 15 из них острая необходимость учебных заведений. На строительство потребностей по новым школам требуется несколько годовых бюджетов Казани. Поэтому, несмотря на такую поддержку, тем не менее, мы нуждаемся в еще большем финансировании. В Казани острый дефицит не только по количеству мест в школах, не хватает и учителей. За 2 года в школы столицы трудоустроили 130 педагогов из других городов России. В связи с увеличением численности детей и количества классов в настоящее время наблюдается дефицит учителей начальных классов математики, английского языка и естественных наук. Острый дефицит кадров и в департаменте продовольствия. Нужны повара и персонал для школьных столовых. В этом году отремонтировали 19 пищеблоков. Столовые теперь называются ресторанами. Новинка этого учебного года – салат-бар. Это возможность ребенку самому сконструировать себе салат, выбрать ингредиенты. Когда ребенок осознанно делает выбор, больше вероятность, что он это скушает, что ему понравится. Для привлечения кадров заработал колл-центр. На работу приглашают студентов колледжа сервиса, а некоторым выпускникам 9 классов оплачивают обучение при условии работы в школьной столовой. Вероника Гайнудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. В Набережных Челнах к 1 сентября построили 2 новые школы. Каждая рассчитана на 1500 мест. Сейчас идут финальные штрихи по подготовке к открытию. Завозят учебники, устанавливают мебель и парты. Кроме того, по федеральным и республиканским программам отремонтировали 7 учебных заведений. В Автограде в этом году более 70 тысяч детей пойдут в школы. Из них около 8 тысяч в 1 класс. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, в федеральный закон об образовании внесены правки о приобщении детей к общественно полезному труду. И они начнут действовать с 1 сентября. Детей нужно со школы приобщать к общественно полезному труду. Все мы мыли доску, все мы дежурили в классе, все мы убирали и мыли полы в школе, но мы не переломились же. Неотложка по хозрасчету. Нетерпеливым пациентам ОМС предложат легально заплатить за медуслуги. Почему эксперты считают, что у медиков появится искушение заработать на бесплатниках, а у пациентов доп. Гарантии качества медпомощи? Читайте в интернет-газете «Реальное время».
На Казани-Оргсинтезе ввели в эксплуатацию установку для получения изопропилбензола, одного из ключевых компонентов поликарбоната. Материал востребован в стране, изделия из него покупают и предприятия, и население. Казани-Оргсинтез – единственное предприятие в России, выпускающее этот продукт. В церемонии участвовал Рустам Минниханов и председатель Совета директоров Сибура Леонид Михельсон. После модернизации компания сможет обеспечить 90% потребностей страны. Рамиль Шайдуллин с деталями. Так начинается новая страница в производстве поликарбоната на Казань-Оргсинтезе. Теперь его будет больше, а отходов и затрат меньше. Все благодаря модернизированной установке изопропиленбензола. Поликарбонат – это ценнейший продукт в нашей стране. Мы единственные производители. И то, что сегодня этот продукт будет производиться и все экологические выбросы снижены там очень серьезно, это большой успех трудового коллектива этих людей, которые реализовали этих проектов. Обновленная установка вдвое компактнее. Теперь здесь не будет образовываться соляная кислота и источные воды, а готового продукта станет больше. Сумма инвестиций 2,5 миллиарда рублей. Вместо прежних 77 это позволит получать до 100 тысяч тонн поликарбоната в год. Когда Рустам Нургалиевич одобрял эти решения, у него где-то чуть-чуть, немного, были сомнения о том, что надо инвестировать, надо не просто взять предприятие, на нем деньги зарабатывать. И Сибур выполняет. Татары такие, они пока руками не потрогали, не верят в это генетически. И мне сегодня очень приятно было видеть улыбающееся лицо Рустама Нургалиевича. Говоря сухими цифрами, теперь эта установка потребляет почти на 70% меньше энергии, на 4% меньше сырья и на 20% меньше выделяется отходов. А поликарбоната, между тем, производится почти на 25 тысяч тонн больше. Польза как и экономике, так в своем роде и экологии. Сегодня на заседании Совета директоров принято решение создать в Казани Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Иными словами, всю науку Сибура разместить в Татарстане. Что такое наука? Наука – это твоя конкурентность. Мы видим, что наши не все партнеры оказались партнерами, но уровень интеллекта и задачи, которые мы должны решить, мы можем эти задачи решить благодаря нашему потенциалу, который есть в нашей стране. Продолжится и модернизация Нижнекамск-Нефтехима. Такая комплементарная работа и этих двух предприятий в Татарстане расположенных, и всего Большого Сибура, она здесь будет сделана. Эти решения уже приняты, в том числе и сегодня. Сегодня Рустаму Минниханову показали, как сейчас выглядит организация питания, медобслуживания, благоустройства на Оргсинтезе и обозначили темпы роста всех предприятий Сибура опережают мировых конкурентов. То, что объединились своевременно именно вот эти три сверхквалифицированные площадки, да, которые переплетены и по продуктам, и по сырьевой базе, и самое главное по мозгам, да, дало наименьший негативный эффект в текущей ситуации. С новыми мощностями компания может обеспечить до 90% потребностей страны в поликарбонате. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Движение на дорогах Казани в ближайшие годы быстрее не станет. С 2005 года количество автомобилей в столице стало в 3 раза больше и достигло 450 тысяч. Избежать заторов помогут только оперативные меры, начиная от строительства развязок, установки новых светофоров и заканчивая отменой левых поворотов. Как компьютер помогает разруливать ситуацию с машинами, в следующем репортаже. Работа позволяет мне выезжать не ровно к 8, а там, допустим, к тому времени, к которому я назначила встречу, поэтому я стараюсь в пробки не попадать. Ирина Бояринцева говорит, по вечерам пробок все равно не избежать, а 1 сентября и вовсе город может встать, поэтому необходимо предпринять меры, считает она. Светофоры однозначно решат проблему.
Если из примера, то светофор на перекрестке, там, где улица Техническая, убрали левый поворот и немножко как бы поменяли вот этот режим вовсю. Сейчас вот там пробок нет, ездим свободно. За 20 лет машин в Казани стало на 300 тысяч больше. Со 137 тысяч возросло до 451 тысячи. Это осложняет дорожно-транспортную ситуацию в городе, говорят на совещании в мэрии. Для сокращения заторов действует комплекс мер. Единое парковочное пространство, ограничение въезда грузовиков в определенное время. На 30 наиболее загруженных участках отменены левые повороты. Работает и адаптивная система управления дорожным движением. Транспортных потоков обновляются ежесекундно. Транспортный контроллер получает информацию о загруженности не только на своем участке дороги, но и на соседних. На основе полученной информации система вырабатывает и гибко меняет режимы управления целыми группами светофорных объектов, оптимизируя движение в городе. Адаптивная система – один из способов упорядочить движение в городе. К ней подключены 212 перекрестков. При сильной загрузке система удаленно может менять режим работы светофоров. Наиболее проблемный въезд утром, выезд вечером. Умные светофоры, да, очень великолепны. Как думаете, это вот поможет решить как-то? Частично, конечно, поможет. Паралич, безусловно, мы не допустим в городе, нам он не грозит, но быстро ездить надежды тоже мало. Также растет напряжение во дворах между автовладельцами и теми, что называется, безлошадными жителями Казани. До 1 октября к адаптивной системе планируют подключить и 4 светофора на Мамадышском тракте. Это частично поможет избежать заторов на въезде и выезде из города, говорят специалисты. Вероника Гайнуддинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Сегодня наши коллеги из программы «7 дней» вернулись из длительной командировки из зоны СВО. Для Зуфара Давлетшина и Андрея Ключникова это уже 4-й выезд на Донбасс. В этот раз они снимали вручение государственных наград бойцам наших именных батальонов «Алга» и «Тимер». По итогам поездки уже к 30 августа будет создан фильм о подвиге наших ребят на специальной военной операции. Их не было дома ровно 10 дней, но цену этих 1,5 недель на линии соприкосновения знают только те, кто там был, и те, кто их ждал все это время дома и в стенах родной телекомпании. Молодцы, ребята, да, дорога. Ну, молодцы, рад, что вернулись. В 4-й раз ТНВ встречает съемочную группу из командировки в зону СВО. В этот раз у Зуфара Давлетшина и Андрея Ключникова была вдвойне ответственная миссия – отснять свой 3-й фильм ко Дню Республики. Это непростая работа. Это очень работа для настоящих мужчин, я считаю. Это работа, связанная с риском для жизни. Это не секрет. И у них был такой момент, когда у них было так достаточно близко все было. Поэтому я очень рад, что они вернулись. И для нас не существует ни 1-й раз, ни 2-й, ни 3-й, ни 4-й. Вот они 4-й раз для меня всегда как 1-й. Эти кадры говорят сами за себя. Во время вручения госнаград наши бойцы засекли расположение противника. На видео по опорнику работает установка «Град». Так много, это первый раз такой был, потому что там были какие-то одиночные такие вылеты, там, либо на перехват кого-то, либо уже какие-то системы реактивного огня, то есть запускали. То есть вдали мы это слышали, но чтобы так близко мы нет. Команда 7 дней – те, кто сами вызвались ездить на зону СВО, чтобы рассказывать о героизме наших бойцов. Это не последняя их командировка. В этот раз впервые с ребятами на Донбассе побывал водитель Марат Хафизов. За 10 дней они объехали ЛНР, ДНР и Запорожскую область. Кто его знает сверху, чем может прилететь? И вот на небо не смотришь, если только сзади где-нибудь долбанет, то это газ до пола. Дорогу не смотришь, яма, не яма, вперед, Алга. Особо ответственной эта поездка была и потому, что съемочной группе ТНВ доверили вручение медали ордена за заслуги перед республикой 40 бойцам батальонов Алга и Тимер. Приходит гуманитарка, да, это одно. А когда вот еще такое награждение, вот они все говорят, что нас не забывают, про нас помнят, там приезжают. Естественно, это ребятам очень радостно. 2 предыдущие картины ZV по итогам поездки нашей группы на СВО уже удостоены наград на международном фестивале короткометражного кино в Санкт-Петербурге и становились лауреатами на фестивале документального кино «Время героев» в Казани. Авторы Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников получили республиканскую журналистскую награду «Хрустальное перо». Премьера 3-го фильма на нашем телеканале 30 августа. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
7 сентября на Казань-Экспо откроется международный российско-китайский бизнес-форум «Ростки». В названии форума «Рос» означает «Россия», «Т» – «Татарстан», «Ки» – «Китай». Он направлен на укрепление отношений между странами. Сейчас для участия в форуме зарегистрировались более 1500 человек из 47 регионов России и 13 стран. За 2 дня проведут 40 тематических сессий по IT, туризму, машиностроению, нефтехимии, инвестициям и другим. Планируется проведение встреч представителей партий КНР и России, тест-драйв 30 марок китайских авто. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Китаем увеличился на 58% и превысил 1,6 миллиарда долларов. Дальнейшее развитие и укрепление добрососедства, дружбы, сотрудничества между Китаем и Россией – это стратегический выбор наших двух стран. А встреча в марте этого года в Москве председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина придали мощный импульс развитию двусторонних отношений. Проведение международного форума «Ростки» Россия-Китай взаимовыгодное сотрудничество – это является практическим шагом Республики Татарстан в расширении регионального сотрудничества с Китаем. На этой неделе нас ждет главный праздник Татарстана – День Республики. Праздничные площадки развернутся во всех городах и районах. Основная программа традиционно в Казани. В 10 утра в Кремле откроется фестиваль современной татарской культуры «Дертфест». Здесь будет театральная сцена, модный показ, детское иммерсивное шоу и ярмарка изделий от дизайнеров. В 11 перед Камаловским театром вновь соберутся лучшие баянисты страны. После 2-часового концерта они пройдут по Баумана до Кремля. Возглавит парад заслуженная артистка республики Ильсия Бадреддинова. Гостей также ждут в экстрим-парке «Урам». Здесь организуют фестиваль уличной культуры. В 14:00 на ипподроме стартуют конные скачки. А на набережной Кабана международный фестиваль «Казанское полотенце». В 7:30 вечера перед Дворцом земледельцев развернется оперный фестиваль «Казанская осень». Произведения Глинки и Чайковского совместно с симфоническим оркестром исполнят звезды мировой оперной сцены Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев. С полудня и до позднего вечера у чаши будет идти концерт. Хедлайнерами станут Джонни, Клава Кока, Ришат Тухватуллин и Гузель Уразова. Здесь же объявят новый состав хоккейного клуба «Акбарс». Закончится торжественная программа в 10 вечера 5-минутным музыкальным салютом. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Динаром Бадруддиновым. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте! В студии Динар Бадруддинов. Какая погода ждет нас в предстоящие сутки, расскажем прямо сейчас. В Татарстане в эти дни установилась осенняя погода, холодная и дождливая, однако с каждым днем она будет улучшаться. Во вторник температура поднимется, дожди прекратятся. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлак, Азнакаево предстоящей ночью будет еще дождливо, температура до 8 градусов тепла. Днем переменная облачность, осадков не ожидается и около 16 градусов тепла. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге также будет облачно с прояснениями, но температура здесь выше. Ночью 10-11, днем 18 градусов со знаком плюс. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше в предстоящие сутки днем дожди прекратятся, однако ночью и утром местами ожидаются осадки. Температура ночью плюс 10, днем плюс 17 градусов. Примерно такая же погода в Арске, Кукмаре и Балтасях. Осадков не будет. Ночью до 9 градусов тепла, днем 18 градусов. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске осадков не прогнозируют. Ночью 10, а днем до 19 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно с прояснениями. Дожди пройдут ночью и утром, днем без осадков. Ночью около 10, днем около 18 градусов со знаком плюс. В Казани в предстоящие сутки погода начнет меняться. Дожди прекратятся. Выглянет солнце. Ожидается переменная облачность. Температура ночью около 9, днем около 19 градусов тепла. Ветер северный 5 метров в секунду. Давление в норме 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Күннәрегез уңышлы булсын.